заслужить прощение, как можно заслужить вот это право от Всевышнего на покаяние, потому что оно еще так просто и не дается. И я понимаю, что я теперь готова каяться, начать за эту страну, Россию, за этот народ. Понимаете, какой путь к этому покаянию? Какой путь? Я сейчас это поняла, что это не дается легко, что я должна еще была попросить очень сильно у Всевышнего, чтобы Он мне позволил каяться. И как я хочу всем сердцем донести это русским людям, что они сейчас без Бога живут вообще, что им надо как-то начать. И то, что вы помогаете мне, и вы такой великодушный человек, что вы идете на это, хотя вы могли бы сказать, знаешь, нет, это вот вы разбирайтесь сами, мы уже столько перенесли, разбирайтесь сами, это ваше дело, и очень жестко, как сегодня вот мне замечательный Саид Ченкейра, да, он мне книгу прислал, я читаю эти рассказы, я плачу каждый день, и я не могу остановиться, каждый день больше и больше и больше. И я понимаю, что нет времени, нет срока давности для этих вещей. И что ты плачешь из-за это я сегодня плачу из-за 23 февраля 1944 года. Расскажите, может быть, до кого-то дойдет, до какого-то сердца одного русского человека дойдет. Что же тогда было в этот страшный день, 23 февраля 1944 года? Очень трогательно, и то, что вы продолжаете, несмотря на все, на какую-то личную трагедию, вы нашли в себе силы, мужество продолжать делать то, что вы делаете, пытаться облагораживать людей. Я не постесняюсь этого слова, действительно, облагораживать людей. А вы как-то на своем личном примере даете людям понять, что все-таки есть возможность через покаяние. Покаяние – это путь к очищению. А очищение – это умиротворенность, это спокойствие и быть готовым, и готовность предстать перед Всевышним. Но на это способен только верующий человек. К большому сожалению, то общество, о котором мы с вами сегодня говорим, или же то общество, к которому мы апеллируем, я имею в виду российскую общественность, да и не только российскую, вот всю советскую общественность, которая вот этих людей поставили на путь неверия. И, естественно, оно не может быть, сиюминутно не может произойти ни очищение или возврат к правильному пути. Это надо пройти, это надо переживать, через это проходят, и это трагедия людей. Но сегодня мы говорим с вами о тех, которые, мне кажется, просто даже сами не готовы. Вы были просто психологически готовы к тому, чтобы прийти и получить вот то умиротворение, которое вы сегодня испытываете, пойдя через вот это покаяние, очищению, и дальше уже вы можете разговаривать с людьми, обращаться, как бы сопереживая и сочувствуя людям в их трагедии, их том, что им пришлось пережить. Даже не по вашей вине, но было сделано это от вашего имени. То есть то, что сделали с чеченцами, не только сейчас. Вот мы возьмем последнюю, небольшую историю, начиная с декабристов. Да, я, кстати, всегда вот в этот день вспоминаю, потому что есть категория людей, которые хотят списать вот эти все преступления, совершенные от имени российского народа и русского народа, кем-то бы не было, но пытаются списать и персонифицировать это. Вот был Николай Кровавый, вот была Екатерина Кровавая, да, вот был Сталин Кровавый, потом Ельцин Кровавый, сегодня Путин. Наша трагедия, вот то, что произошло 23 февраля, это отношение российского общества к чеченцам, независимо от смены режима или изменения государственного строя, правопреемственность сохранялась от Пестеля до Путина.
от Пестеля к Сталину, от Сталина к Путину. Вот просто я вам сейчас хронологически покажу вот эту связь. Павел Пестель, автор Российской Конституции, демократической Конституции, который боролся против крепостного права, и они вместе с декабристами добивались освобождения России, вот как сегодня есть какие-то попытки, да. И вот он написал Конституцию для России. И в этой Конституции касательно народов Северного Кавказа, в частности, речь идет о чеченцах. Что нужно сделать с чеченцами? Разделить их на две категории, чеченцев разделить на две категории, на мирных и на непримиримых. Непримиримых всех уничтожить, мирных расселить, выслать из республики и расселить их по всей Великой России, а эту территорию заселить русским народом и сделать этот край навеки вечно российским. Это Пестель. Вот теперь проследите историю, да, сколько времени прошло, и когда вот план Пестеля Сталин реализовал 23 февраля 1944 году. Чеченцы были депортированы, боеспособная часть чеченского населения находилась на фронте. Это исторические факты, да, если 50 с лишним тысяч чеченцев и ингушей находились на фронте, это и есть та часть, боеспособная часть населения. Остальные находились в республике и оказывали поддержку фронтовикам. На самом деле это было. И Чечня не была оккупирована немцами ни на один день даже. На территории Чечни не было, никогда не было нацистов. Однако Сталин вот реализовал план на самом деле Пестеля. И потом, вот интересная связь до Путина. В 1999 году, в начале Второй военной кампании, по НТВ была передача. Туда были, вы можете в архиве, если осталось, если есть доступ, найти. Но оно есть, потому что я это слышал своими, видел и слышал. Там была встреча 4 премьер-министров. Это значит Черномырдин, это Примаков, Кириенко, Степашин. И теперь уже 5-й премьер-министр, это Путин, он объявлен уже правопреемником, и он начал войну в Чечне. И вот тема обсуждения войны в Чечне. И Черномырдин, покойный, защищая то, что Путин делает в Чечне, он говорит, вы не понимаете, вы не можете критиковать, вы не должны критиковать, мы должны отнестись с пониманием к тому, что делает Путин сегодня в Чечне. Он практически пытается сделать то, что не удалось сделать Сталину. Это его фраза. То, что не удалось сделать Сталину. А теперь возвратимся к сталинской депортации. В результате этой депортации чеченцы и ингуши потеряли более 50% населения. Значит, сегодняшний Путин пытается реализовать то, что значит все 100% убийства. Потому что перед этим величайший демократ 20 века, признанный всем миром, Ельцин, Борис Ельцин, представляя президентом и преемником Путина, он буквально говорит следующую фразу, хлопая его по плечу: Владимир Владимирович, это окончательное решение чеченского вопроса. То есть, Инна, чеченцы, к большому сожалению, не питают никаких иллюзий по поводу того, что сегодняшняя Россия или та Россия, которую мы знаем с очень давних времен,
в любом случае с момента соприкосновения с 15 века, с 16 века, мы не питаем никаких иллюзий. Могут меняться строи, могут изменяться режимы, но сама политика России и российского народа по отношению к Чечне, оно не меняется, оно сохраняет преемственность. И оно заложено еще Пестелем, когда он сказал покорить или истребить. Тех, кто покорили, их нужно выслать и расселить по России, а тех, кто не покорились, их нужно физически истребить. И вот этот подход на протяжении с того времени, с того периода, по сегодняшний день он не меняется. Вот это то, что мы имеем, наше вот за все время совместное сосуществование с русскими. Я сейчас на самом деле говорю с русскими, я не нацист, не расист абсолютно. Но до тех пор, пока мы не научимся называть вещи своими именами, сегодня русских на самом деле сделали, они являются жертвами вот этой абсолютно человеконенавистнической имперской политики. Потому что все эти преступления, которые не имеют срока давности, они совершаются от имени русского народа. Может, не всегда русскими, но всегда от имени русского народа. И поэтому сегодня русские должны понять, во-первых, чтобы у них получилось нормальное будущее, у их детей было нормальное будущее, им нужно раскаяться в содеянном, ими самими содеянным, и их от имени их содеянным. И только через это лежит путь очищению, и только через это и путь благополучия, и свободы, и все, что сегодня мы, вернее, цивилизованный мир, и мы считаем правильным, как нужно жить. И вот те общечеловеческие ценности, они заложены в этом именно через очищение. И только после этого можно защищать эти общечеловеческие ценности, осудив те преступления, которые были совершены, отрекшись от них, можно дальше планировать и быть свободными, и говорить как свободные люди. Потому что вот этот груз преступлений, тяжесть вот этих преступлений, оно всегда будет давлеть над людьми, и им не дадут свободно даже выразиться. И пока они не будут в состоянии свободно выражаться и планировать свое будущее, свое и своих детей, ничего в этом мире добиться нельзя. Всегда их будут эксплуатировать, как это и происходит сейчас. И эксплуатируют не только физически, я имею в виду и нравственно, и морально, и во всех этих отношениях, потому что на них приписываются все те злодеяния, которые совершаются вот тем режимом, который сегодня поддерживает русские. Поэтому для нас 23-е, оно не закончилось 23-м или 57-м, когда нам позволили вернуться. Для нас вот эта трагедия продолжается по сей день. Сегодня мы, если мы говорим о том, что закончилась депортация, чеченцам дали вернуться, сегодня по всему миру разбросано более 50% чеченцев. И среди них есть большая половина, которые вообще не могут просто возвратиться домой при существующем режиме и при сегодняшнем строе. То есть наша депортация чеченцев, она продолжается по сей день. И это никуда не ушло. Вы знаете, мы сегодня тоже делали материал вот с многоуважаемым Саидом Ченкейро, да, и мы как подумали, что наша общая задача хоть в ком-то из русских, у кого есть какие-то остатки или наоборот зачатки совести, донести хоть как-то, потому что он большой художник, он режиссер, да, и он обладает вот этим талантом, даром как-то влиять на сердца людей. И мы договорились, что он такие два рассказа преподнести. Но... Прочитать, да? Как-то вот он даже сказал, и вот такой рассказ, и вот они действительно очень такие трогательные, что это невозможно вынести.
Но когда я стала записывать, он не стал этого делать. Он жестко, вот так глядя в камеру, очень жестко им сказал все, что о них думает. По-моему, это время тоже уходит, у меня такое ощущение, что к ним приходит время жесткого разговора. И я уже тоже, знаете, склоняюсь, чтобы не делать из них таких, ой, такие маразматики, такие они, ну такие вот, ну убогие, дебилы, вот не понимают. Нет, они подонки, они негодяи. И я просто предвижу опять это 23 февраля в ленте в Фейсбуке. Я сейчас там забанена, у вас вообще страницу снесли, я знаю. Но опять начнутся вот эти 23 февраля, День Советской Армии, опять они начнут свои эти мерзопакостные воспоминания, как они в армии служили, как они, значит, эти тельняшки свои. А я говорю, что хотя бы один, если задумается вот после моей программы и не станет этого делать, может быть, один задумается, потом второй, у них очень мало времени, чтобы прийти в себя из-за этого скотского состояния. Раз такая у нас получилась мистическая абсолютно связь, 23 февраля это еще и день, связанный с моим первым президентом, Звядом Гамсахурдия. Это человек, которым я действительно гордилась, потому что тогда с ним были связаны самые лучшие надежды в Грузии и самые лучшие вот воспоминания о свободе и о том, что вот Грузия вырвалась из этого. И такой человек у нас. Вы знаете, я написала пост, что я собираюсь снимать фильм о моем первом президенте, который оболган и который трагическая фигура. Ко мне тут же пришел какой-то, значит, диссидент российский и говорит, а национализм ты тоже будешь его воспевать? Понимаете, эти люди, они не могут ему простить 30 лет спустя. И это просто меня убивает. То есть этот человек в земле 30 лет, Китувани, который устроил нам ужас, да, с Джабою Селяни, Китувани в Москве сидит прекрасно, прекрасно. А мы после этого, знаете, у нас отняли президента, и после этого у нас был ужас, война, и голод, и блокада, и все что угодно. Кто о нас подумал вообще? Поэтому для меня очень важно сейчас его фигуру преподнести как трагическую, когда все от него отвернулись и его спасли, просто спасли чеченцы и Джохар Дудаев. Инна, вы затронули очень интересную тему, хотя она касается личной трагедии, личности, великой личности, великого сына кавказского народа, это Звяда Гамсахурдия. Но это не было чисто какой-то внутренней проблемы ни Грузии и даже не взаимоотношений России и Грузии. Трансформация Советского Союза, хотя в тот период это оформилось как распад СССР, никакого распада СССР не произошло. Американцы, Запад, скажем так, не будем сейчас персонифицировать или конкретизировать страну, будем говорить обобщенно о Западе, о западном мире, потому что мы всегда привыкли апеллировать к Западу, когда речь заходит о демократии, о там, правах народа и о каких-то общечеловеческих ценностях. Но оказывается, вот все эти общечеловеческие ценности и все те правила, и все те законы, которые были приняты на Западе и веками, и годами, десятилетиями нам по радио Свободу, по всем этим каналам трубили, вы имеете право, вы должны. И вот когда мы созрели, и когда мы заявили о том, что о наших правах, то есть право на самоопределение, на свое государство и на обеспечение своего будущего, первыми из них, кто заявил об этом и объявил, это были 3 прибалтийские республики, Грузия и Чечня. И все. И Гамсахурди, конечно, стоял во главе этого движения на Кавказе, в частности, скажем так. Он и по возрасту, и по статусу, и он был, в принципе, вот таким патриархом на Кавказе, политическим патриархом, политиком с большой буквы. И, естественно, Джохар
с очень большим уважением, как и все чеченцы, и многие и грузины, относились к Гамсахурди с величием, с большим уважением. Гамсахурди предали не России, не в России. Гамсахурди предали не даже грузины, которые были, как мне кажется, были дезориентированы, и на них списали на Гамсахурди все проблемы, которые возникли в результате вот всех этих процессов, которые шли на седьмой части света, да, это все советское пространство, это же процессы шли везде. Естественно, они очень болезненно сказывались на обществах на этой территории, которые проживали. И грузинское общество оказалось тоже не исключением. И очень легко было найти среди этого общества недовольных или готовых за деньги выступить против Гамсахурди и вообще-то против грузинского народа и их выбора. А с Гамсахурди это был выбор грузинского народа. Кто бы мне что ни говорил, это 90% за него проголосовало грузинское население. Это был небывалый успех вот в демократическом мире, чтобы вот, да, в тоталитарных режимах это мы наблюдаем каждый раз, даже Лукашенко за него проголосовали, чуть ли там 90 с чем-то. А вот за Гамсахурди реально проголосовали столько людей. Я голосовала, и все мое окружение, и вся семья моя, естественно, мы его очень любили. Дело в том, что вот отказ Гамсахурди предать интересы грузинского народа, подписав так называемое СНГское соглашение, вот это и явилось причиной того, что Запад его предал. Потому что тогда Запад ориентировался на Ельцина. Он говорил и он обсуждал, почему нельзя дать свободу Кавказу, и Грузии, и чеченцам. Всех остальных как-то можно было подвести под эту новый государственный орган, трансформировавшийся от СССР СНГ. Прибалты сразу отпали, эти три республики, они категорически, и Запад их принял. Потому что это были как бы свои, еще до 40-го года просуществовали как независимое государство. И у них находились свои правительства и представительства легитимных структур власти еще с того времени. Вот то, что мы сегодня, хочу привести параллель, хотя мне часто тоже задают вопрос, какое правительство, вы знаете, что вы делаете. Вот этот исторический опыт, да, который имели наши прибалты, они 50 лет страна находилась под оккупацией, но в последующем именно благодаря вот тем институтам, которые они сохранили на Западе, как правопреемники тех независимого государства, они и получили свою независимость. Поэтому и Грузия единственной помехой подписания этого соглашения являлся Гамсахурди. Его нужно было убрать. И его решили убрать. Его на самом деле предали и ближайшее окружение, и все. И когда я помню, когда Джохар посылал вице-президента Зелимхана Яндарбиева в Тбилиси, чтобы его вывести оттуда. Они его привезли. Сначала он полетел в Армению, он не захотел прилететь в Грозный. Ну, он решил остановиться в Ереване, в Армении. Но в последующем он понял, что только в Чечне он может найти действительно убежище и гарантии его личной безопасности. И он переехал в Грозный и жил в Грозном некоторое время. Ну, гражданская война в Грузии продолжалась. Джохар Дудаев лично его уговаривал не уезжать. Или же, даже вот сейчас это я могу говорить, он предложил ему военную помощь, чтобы Звят вернулся. Я, кстати, в своей книге об этом и пишу, и написал. Он предложил ему поддержку, военную поддержку. На что Гамсахурди сказал: нет, Джохар, дорогой, я не могу вернуться на свою родину с иностранными военными, с иностранцами. В любом случае, даже вы, чеченцы, вы мои братья, вы мои друзья, но я не могу принять от вас военную поддержку против своего народа. И он уехал один. И его убили.
И в последующем, когда его перевезли, его тело перевезли в Грозный, и 23 февраля 1994 году, и вот в этот день Джохари озвучил, что с этого дня этот день мы будем отмечать как День национального возрождения. И в этот день устроили, в общем-то, заслуженные, достойные для Гамсахурдия похороны, которые, кстати, в российской прессе и в тот период сами журналисты писали, что это были царские похороны. Действительно, были очень почетные похороны, где присутствовали представители Грузии, грузинского народа, его семья, и он был похоронен на нашей территории. И долгие годы он находился именно там. И, конечно, в 2007 году, когда Саакашвили решил перезахоронить его, ну, мы, в принципе, наша территория уже была оккупирована. Я думаю, что все-таки было не совсем верно и правильно, что грузинское руководство тогдашнее не сочло возможным пригласить кого-то из чеченцев на похороны, на перезахоронение Гамсахурдия. Ко мне приезжал Константин Гамсахурдия, мы с ним здесь обсуждали этот вопрос, встречали, но он так и не решился пригласить ни меня, ни вообще кого-либо из нашего руководства, хотя здесь очень много было, и Аят Идиго здесь был, кстати, который был лично знаком с Гамсахурдия, Алла Дудаева здесь была, ну, я имею в виду в Европе, здесь была, доступна была она. Были другие люди, которые знали, но они не решились кого-либо из наших пригласить туда. Это такой, в любом случае, такой неприятный осадок остался. Хотя это не касается личности Звяда Гамсахурдия, и никак его, это никак не ущемляет ни его достоинства. И, конечно, в нашей памяти он остался великим сыном кавказского народа, самым достойнейшим сыном. И, конечно, то, что планировали тогда и Джохар Дудаев, и Звяд Гамсахурдия, в принципе, Грузия была единственная страна, которая признала независимость Чечни. И парламент тоже, кстати, находился тогда, некоторое время находился в Грозном, функционировал. Вот легитимное правительство Грузии во главе с президентом, с членами правительства и с парламентом, они находились в Грозном. В общем, такая, вот это как бы судьба наших народов, она все равно взаимосвязана. Любую трагическую дату, что бы ни происходило, или в Грузии, или в Чечне, или где-то в другом, мы всегда находим какую-то связь. Вот как вы сейчас обнаружили, да, мы отмечали 23 февраля, но в этот же день был похоронен в нашей стране, в нашей республике, состоялись похороны Звяда Гамсахурдия в Грозном, 23 февраля, в 1994 году.